Здравствуйте, это первый выпуск программы «Актуально». Сегодня мы поговорим с министром по внешним связям национальной политики, печати и информации Русланом Волковым. Руслан Шри-Султанович, я вас приветствую. В сентябре этого года глава региона вас назначил руководителем ведомства, и, наверное, будем знакомиться с нашими телезрителями. Расскажите, где вы родились и выросли? Ассаламу алейкум, Садик Хелшин, добрый вечер. Я родился в городе Москве, в интернациональной семье. Папа у меня выходец из Дагестана, по национальности ратулица, такая малочисленная национальность, которая проживает на южных рубежах нашей Родины, на границе между Азербайджаном и Дагестаном. Вот такая, на долине реки Самур. Моя мама из Чувашии, они приехали оба в Москву после учебы, там встретились. И так вот, так на свет я появился в многонациональной семье. Какой была ваша последняя должность перед тем, как вас назначили министром? Я с 2013 года работал в фонде поддержки исламской культуры, науки и образования заместителем директора фонда. Угу. И чем занимался этот фонд? Этот фонд учрежден по инициативе президента Российской Федерации для обеспечения, для поддержки духовенства, способствующего развитию традиционного ислама в России, поддерживая все религиозные структуры. В настоящее время официально в фонд вошло правительство Российской Федерации в лице Министерства образования, учредитель. И еще более сконцентрировались, скажем так, на проблеме исламского образования и финансирования. То есть фонд действовал по всей стране. И как вам удавалось решать эти проблемы? Да, фонд действительно работает по всей стране. Я, в частности, больше специализировался на территории Северного Кавказа, знаком со всеми духовными религиозными лидерами и этого региона, и России в целом. И много мы проводили работы в Крыму, особенно потому что после вхождения Крыма в состав России мы уделяли большое внимание духовенцу крымских татар, чтобы, присоединившись к нашему государству, они могли почувствовать заботу, внимание и опору среди большой уммы мусульман России. А какую работу с Ингушетией конкретно вы проводили? Ну, с Ингушетией, в частности, мы с 2013 года здесь тоже взаимодействовали с религиозными лидерами. Через Совет по исламскому образованию поддерживаем здесь Малгобекский исламский институт и Суджинский исламский институт. Вот в этом году вошел в Совет по исламскому образованию. По этой линии выделяется отдельная программа на деятельность этих образовательных центров, потому что важная задача подготовки будущих религиозных деятелей. Это одна из приоритетных задач фонда, поставленная президентом Российской Федерации. То есть вы с 2013 года хорошо знакомы с Ингушетией и с общественно-политической ситуацией в регионе, можно сказать? Да, я действительно знаком, у меня много здесь друзей и товарищей, и сложившихся рабочих взаимоотношений, и действительно знаком не понаслышке с Ингушетией. Вы знакомы с общественно-политической ситуацией, и она непростая, да, сейчас сложилась в Ингушетии, учитывая вашу национальную принадлежность, то, что вы родились, выросли в другом регионе. Не считаете ли вы, что вам будет сложно решать внутриполитические вопросы в Ингушетии? На мой взгляд, я считаю, что народ Республики Ингушетия это в первую очередь достояние всего нашего большого государства России. И здесь народ ни в коем случае не источник проблем и не обуза. С учетом того, что здесь очень много молодого населения, очень много молодежи, я считаю, что это демографические дивиденды, которые нужно использовать, консолидировать общество и двигаться вперед.
Я это спросил, потому что владельцы некоторых информационных аккаунтов в социальных сетях пишут о том, что вы некомпетентны в этих вопросах, откровенно скажу. И вы были готовы к такой реакции в обществе, приходя на должность министра? Безусловно, это все-таки больше монореспублика. Здесь одна национальность в основном. И, конечно, такой реакции я ожидал, но с народом Ингушетии я действительно знаком давно, не понаслышке. Стараюсь как можно больше изучать исторических фактов. Вот один из фактов, который у нас сегодня было в правительстве рабочее совещание по подготовке к 250-летию со дня единения Ингушетии и России. Вот, у меня есть знакомые историки, которые нашли такую карту, изданную Людовиком, личным картографом Людовика XV. Это конец 1669 года, начало 1770 года, где было отображено населенный пункт Назрань. И это получается на значительный возраст больше. И в следующем году можно было бы отметить не только 250-летие единения Ингушетии с Россией, а в том числе 250-летие города Назрань. Эта карта появилась не случайно после русско-турецкой войны, когда Крымское ханство отошло в Российскую империю. Это вызвало интерес со стороны крупных держав в Европе. И по личному распоряжению императора Франции была заказана эта карта региона Черноморская и Каспия. И там уже тогда был отмечен населенный пункт Назрань. Эта карта есть в архивах Парижа. При этом у этого историка есть эта копия карты. Мы договорились, что встретимся вместе с представителями здесь научного сообщества НИИ и посмотрим, каким образом можно было действительно оценить это материалы и подумать о том, как можно было бы возраст Назрани признать, что он старше, чем сейчас. А как ему удалось найти эту карту? Он целенаправленно искал эту карту или это случайность? Ну, его отец глава исторического музея долгое время в Дагестане, и он изучает, и у него много здесь друзей и коллег, они провели эту работу. Вот, ранее им не удавалось поговорить о ней. Я надеюсь, что у вас отдадут должное внимание на телевидении, смогут обсудить это с местными историками, эту карту. Я так понял, что диаспора Ингушетии готова оказать содействие во Франции, которая проживает с этими материалами, архивами. Там говорится, что в исторических в архивах есть даже материалы, которые работали до этого года, начиналась работа с этой картой, велась переписка, которая там хранится, и тогда уже были нанесено это на карту поселения Назрань. То есть можно сказать, что это эксклюзивная информация, ее пока нет в средствах массовой информации? Нет? Да, ее пока нет в средствах массовой информации, но не хотелось быть голословным, потому что нужно убедиться, посмотреть. Ну, будем, подтверждать. Да, проанализировать, но есть, такое. Назначая вас министром, глава региона, на что акцентировал он ваше внимание? Какие вопросы требуют безотлагательного решения? Конечно, необходимо консолидировать общество. Это как раз задача у нас политики, и то, что относится к министерству, и духовная сфера. И, конечно, навести, систематизировать работу по работе с вынужденными переселенцами, которая реализуется программа по выдаче им здесь жилья. Сейчас для удобства граждан мы вчера, министерство подписало соглашение с МФЦ, и для того, чтобы донести необходимые документы, встать на очередь, не будет требоваться приехать в министерство, в Назрань, в приемные часы. Можно будет это сделать в любом МФЦ, в системе единого окна. Вот, на следующий год будет выделена большая сумма. Мы надеемся, что приложим максимум усилий, чтобы реализовать все чаяния людей. В настоящий момент очередь, которая стоит, это состоит из 428 семей.
Вот. Мы надеемся, что в следующем году выделенные средства позволят практически всех компенсировать здесь. Мы подходим к тому, что есть еще жилье, которое находится на балансе администрации Назрани, что за счет этого жилья, которое было предназначено по программе, нам позволит выдать. Есть, к сожалению, такая категория граждан, которые получили суду или компенсацию в свое время, и она им не позволила улучшить жилищные условия, но они из законодательства Российской Федерации не могут претендовать на выдачу жилищных сертификатов, так как до этого получили субсидии и компенсацию. Но в денежном эквиваленте она не позволила им решить их проблемы. Были переговоры с Минстроем России, они рассматривают такую возможность, что эту категорию граждан учесть. Вот официально их в республике таких семей около 4000. Непосредственно тот, кто пытается возобновиться на учет, их 519 семей. Вот. Минстроем России этот вопрос прорабатывается. Здесь вопрос не только в Ингушетии, а тем, что в федеральном пространстве таких семей очень много, и это более 100 миллиардов, и это действительно большая нагрузка на бюджет. И как мы беседовали на эту тему с правительством Республики Ингушетия, что к этим гражданам будут пытаться найти пути решения, возможно, этих людей, приобщать категории тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, будет реализован по республиканской программе. Сейчас этот вопрос один из приоритетных, важных и актуальных, которые необходимо решать для республики. Вы продолжаете принимать заявления от людей, а те, которые уже приняты, документы, они будут проверяться заново? Здесь есть свои процедуры, которые необходимо пройти. Вот на следующий год нам выделили средства, и необходимо будет подтверждение этих документов, будет запрос в Росреестр, в кадастровый, есть ли у этих людей собственность или нет, перепроверяться. Я бы хотел сказать, что мы хотим начать, в том числе с моим личным участием, прием граждан. Здесь такой вопрос, который всегда вызывает определенные трения. И поэтому я хотел сказать, что всех будем принимать буду я лично, чтобы все ориентировались в первую очередь на работу напрямую с министерством. И мы каждому гражданину поможем в этом вопросе. Сейчас я ознакомлюсь, как формируется порядок очередности, и каждого гражданина я приму лично по этому вопросу. Как раз сегодня мне был разговор с помощницей. Мы планируем в день вызывать по 3-4 человека, кто в этом списке, которые должны как раз в следующем году выдать. Будем с ними лично встречаться, содействовать в том, чтобы необходимые документы, которые требовались подтвердить, они получили. И для удобства их, как я повторюсь, не надо будет привозить их в Министерство по делам национальной политики, а непосредственно можно будет сдать их в своем районном МФЦ. А много ли тех, кто уже получил помощь от Миннации в рамках этой программы? Ну вот еще небольшая помощь придет, остаток в этом году в конце, и мы выдадим более 14 или 15 жилищных сертификатов. Вот. Мы также поставили задачу правительством и руководством республики, чтобы Миннас проработал программу по возвращению специалистов, именно акцент сделать на специалистов, независимо от национальности, потому что здесь планируется создавать рабочие места, чтобы квалифицированные люди, которые в свое время покинули республику, могли приехать. Этот вопрос мы тоже будем прорабатывать, каким образом этот механизм будет решаться. Каких именно специалистов вы хотите вернуть в Ингушетию? Ну, я думаю, что здесь будет отдельно прорабатываться программа правительством, рассчитанная на поддержку федерального центра. Это в зависимости уже от тех рабочих мест, которые здесь будут создаваться, которые высококвалифицированных специалистов. Конечно, в первую очередь здесь, я думаю, будет ориентировано на республиканские кадры. Вот. Помимо выплат для беженцев, какими вопросами вы сейчас активно занимаетесь? В том числе по линии министерства проходили программы, реализовалась программа духовно-нравственного воспитания, по которой финансировались духовенство, преподаватели из медресе.
Мы хотим, чтобы сейчас в этом не было политики, чтобы мы могли оказывать поддержку всем имамам, потому что на их плечах духовно-нравственное воспитание граждан, именно особенно усилить поддержку имамов, направленных на именно содействие развитию ислама традиционного для народа Ингушетии. Мы сейчас пересматриваем, чтобы можно было увеличить материальную поддержку для имамов, окончивающих исламские вузы и направляющих работать в труднодоступные места, в сельские места, чтобы этим имамам можно было оказывать через фонд грантовую поддержку. Таких в следующем году будет около 500 человек. В этом году фонд оказывал поддержку 200 имамам и преподавателям, которые сами религиозные организации определяли. В Ингушетии мы поддерживали, кого-то было 10 человек, из них 6 было преподавателей в Малгобекском исламском институте, двое вот сейчас в Сунжинском исламском институте добавились, как они вошли в Совет по исламскому образованию. Дополнительно мы еще кого-то выделили. Опять мы Малгобекский институт. Мы надеемся, что в следующем году, когда уже фонд будет реализовывать 500, квота поднимется, и в Республике Ингушетия больше попадут религиозных деятелей под эту программу. Предполагается поддержка не только выпускников, а в первую очередь ориентировать на целевой набор, потому что количество вузов исламских в 90-е годы их очень сильно возросло. Люди, которые заканчивают высшее исламское образование, потом не находят себе применения в жизни, на работе и работают на стройке, еще в разных других местах, но только не по профилю. И, конечно, имамы, смотря как на Республику Ингушетия, редко когда происходит смена поколений, это вызвано уже какими-то возрастными причинами или недовольством населения. И мы хотели бы, как фонд была ставилась задача ориентировать на то, чтобы в первую очередь духовные организации делали исламские вузы целевой набор, чтобы заранее тот ученик, который будет обучаться в исламском вузе, он знал, куда он пойдет, выйдет на работу. Такому специалисту предполагается оказывать повышенную стипендию, и в дальнейшем, как он выпускается, по рекомендации вуза, и когда он трудоустраивается, фонд поддержки культуры, науки и образования оказывает как раз грантовую поддержку в течение 3 лет. Пусть эта сумма небольшая, но это в размере 15 тысяч рублей. Вот. И сейчас касается, что Ингушетия, хотел бы отметить, относительно недавно была создана Булгарская исламская академия. Это в таком историческом духовном центре татар, волжских татар. Там они приняли как официально Волжская Булгария на государственном уровне ислам. Там создали академию под эгидой президента. Там великолепные условия, абсолютно у всех свои отдельные комнаты. И сейчас там обучаются 6 студентов из Ингушетии, выпускников Сунжинского исламского института. И ранее по своей работе я сталкивался вместе с ними, и вот отзывы преподали такие, что действительно, вот, что отличает студентов из Ингушетии, не только уровень исламских знаний, но в том числе и их нравы. Они очень воспитаны, сдержаны и действительно соответствуют тем исламским нормам поведения. Одной из задач приоритетных министерства, поставленной правительством, это не только как механизм финансирования для подведомственных средств массовой информации, подключаться к модерированию, формированию информационной повестки, содействовать освещению деятельности правительства, реализуемых национальных проектов на территории Республики Ингушетия. Надеемся, что мы сможем получить дополнительную поддержку от федерального бюджета на реализацию этих задач.
Ну, я вам желаю удачи. Я думаю, что мы еще раз встретимся, поговорим об итогах реализации программ по оказанию помощи беженцам из Чеченской Республики. Спасибо за интервью. Да, спасибо.